Приветствую вас, дорогие телезрители. В эфире национального телерадиоканала «Ингушетия». Первое большое интервью за 20 лет ингушским журналистам, российского предпринимателя и мецената Микаила Сафарбековича Гуцериева. Микаил Сафарбекович, мы рады приветствовать вас в нашей студии. Я представлю наших коллег. У нас сегодня в гостях также Берс Евлоев, директор филиалов ГТРК «Ингушетия», Рашид Хамхоев, главный редактор газеты «Ингушетия», и Ибрагим Курскиев, шеф-редактор старейшего издания «Сердало». Приветствую вас, коллеги. Микаил Сафарбекович, вот спустя многие годы вашей успешной деятельности разностороннего инвестора, мецената, предпринимателя, вы реализуете крупные проекты у нас в регионе, вкладываете большие средства. Почему именно сейчас? И вот поделитесь, пожалуйста, вашими амбициозными планами. Я не скажу, что они амбициозны, они реальны, соответствуют реалиям сегодняшнего дня. Почему это произошло? Все очень просто. Человеческий фактор. Махмуд Али Макшерипович Калиматов позвонили мне в приемную, с его приемной, попросили соединиться. Мы не были знакомы. Мы друг друга узнали буквально год прошел, как мы знаем друг друга. Пандемия как раз была на закате, и был такой звонок. Во время пандемии я мало с кем общался, и вся связь была у меня по видеосвязи. И давай встретимся. Я его пригласил к себе, он приехал, в Москве был, он приехал ко мне, мы с ним долго разговаривали, это буквально 3-4, даже, по-моему, больше 4 часов. Допоздна сидели, до 12 ночи, обо всем говорили. И у нас произошло такой внутренний контакт. Мы люди одного поколения, практически одного возраста и одного воспитания советского. Да, мы с той нашей светлой эпохи коммунизма, как говорят, да, в народе. Мы пообщались, после этого был контакт еще один раз, потом еще раз. И потом мы встретились на уровне правительства и наших московских специалистов. Для нас ситуация стала понятна, что происходит в республике, что надо делать, с чего надо начинать, потому что программа, она достаточно десятилетняя, она не может за год. Программа минимум 10, а так до 20 лет. К сожалению, в свое время мы такую программу начали с Русланом Аушевым, но она продержалась 5 лет. И потом ушел Руслан, ушел я, и программа остановилась. Тогда была программа тоже рассчитана на 20 лет. 20 лет должно было случиться такой экономический такой взрыв, должен был быть на Кавказе точно. Да? И в России одна из точек роста должна была появиться на карте Ингушетии, да? На карте Кавказа. Но, к сожалению, это не случилось. Случилось то, что случилось. И сейчас, по происшествию 20 лет, мы заново пытаемся, значит, изменить жизнь к лучшему, кардинально ее изменить. Только кардинальные решения, кардинальные изменения позволят республике уйти от дотаций, от банкротства, уйти от безработицы и все остальные, и от всех других последствий бедности. Бедность не порок, но бедность рождает все пороки. Вот. Микаил Сафарбекович, вы частично затронули эту проблему безработицы. К сожалению, она на протяжении этих 30 лет очень актуальна. На ваш взгляд, что можно сделать, какие направления развить здесь, в республике, чтобы снизить уровень безработицы в республике? Мы же, вы, наверное, знаете, да, мы приехали с запуском нового проекта, да. Республика на сегодняшний день, во-первых, малоземелье. Вы знаете, земли у нас практически нет. Население активно, бурно развивается. Рабочего класса у нас практически нет. Где-то в зачатках 2000-х годов были зачатки создания промышленности, рабочий класс, что-то начинало работать. К сожалению, после этого все это остановилось. Рабочий класс у нас практически в зачаточном состоянии в республике. Сельское хозяйство, оно есть, развивается, но малоземелье предполагает, что большие инвестиции в республику не придут. Поэтому после долгих переговоров, разговоров с Махмуд Али Макшериповичем Калиматовым мы пришли с ним, что нужно что-то такое
минимальные затраты, я имею в виду в производственном секторе, максимальную отдачу. И родилась идея создать республику, пойти другим путем, повести ее в другом направлении. Разговор идет о том, чтобы республику постепенно в течение 10 лет превратить в технологическую республику. То есть это открытие мы зарегистрировали академию, цифровую академию, IT-академию, получили все необходимые лицензии, приобрели здание. И сейчас, буквально с сегодняшнего дня, строительные компании спроектировали, проектные документы, все необходимое для проектирования получили. Это благотворительный проект, он не коммерческий с точки зрения. Это автономная некоммерческая организация. Разговор идет о создании школы 21. Эта школа существует на платформе сберегательного банка. У меня были переговоры с президентом банка Германом Грефом, и они подтвердили, финансируем мы, наш фонд, но на их платформе, на их базе мы создаем школу 21. Это до 500 человек, до 500 айтишников, до 500 программистов. В народе их называют айтишники, правильно будет называть их программисты. Программисты, обучение ежегодно Республика Академия со дня запуска, а запуск произойдет весной следующего года. Сейчас приобретается заказ все необходимое оборудование. Это в основном за границей, но сейчас проблемы есть в связи с санкциями. Оборудование будет закупаться в Китае, оборудование будет закупаться в Южной Корее, в других странах. Разговор идет о покупке оборудования, к ремонтно-строительным работам приступили. И я думаю, запуск проекта будет в апреле следующего года. В принципе, такой же проект мы сделали в Беларуси. Да, мы тоже внесли документы. Тоже. Мы подготовили также документы. Наши юристы, 2 закона представили правительство. После экспертизы правительства Республики Ингушетия мы республика внесла в парламент законов, уже практически там на стадии подписания. Разговор идет о создании различных мотивационных льгот для инвесторов в информационном, в технологическом бизнесе. Об этом идет разговор, и я думаю, что первые 2 закона мы уже почти провели. И я думаю, 3-й закон мы внесем через правительство, ингушское правительство, юристы готовят. И эти 3 закона будут способствовать привлечению инвестора, как когда-то в 2000-х мы тогда, вы помните, наверное, вы не помните, вы молодые, был закон о Центре развития предпринимательства, был закон ЦМБ, Центр международного бизнеса, федеральный закон, его заморозили. Тогда это позволило резко начать активно привлечь инвестиции. Все, что мы сейчас делаем, мы пытаемся первую часть обучить людей. Это по 500 человек в год программистов. Это бесплатное обучение. Соответственно, мы строим рядом отель, IT-отель, тоже приобрели здание, начинаем, сейчас проектируем, приступаем к ремонтным работам. Все приезжие будут, проживание оплачивается нашим, мы будем, бесплатное будет проживание. Разговор идет о приезжих. Это будет, наверное, из Малгобека, наверное, это из Чечни будут, из Дагестана. Может быть, это будут и соседи из других регионов, потому что это новинка для Кавказа, это новинка. Это есть только в Москве, в Казани, в Новосибирске и в Сургуте. Но это богатые регионы, нефтяные. Нефтяной регион Сургут, нефтяной регион – это Казань. Москва – это сама по себе, все нефтяные компании, газовые компании находятся в Москве. Это очень богатые регионы, соответственно, есть где взять деньги. Ингушетия не богатая республика, не нефтяная, не сырьевая, не угольная, не золотоносная. В Ингушетии есть люди. Люди – это главное богатство. Это богатство надо использовать, надо научить. Надо их научить этому. Поэтому это первый этап. Второй этап – это создание компании. Обучение, акселератор, называется акселератор. Это компания по созданию технологий. Это будет компания заниматься созданием так называемого, если можно выразиться, правда, инкубатор. И это наставничество
это экспертиза проектов, уже конкретно производственных и конкретно технологических IT-проектов. Это и приложение к играм, это и искусственный интеллект, это и веб-дизайн, это просто программирование различное программирование, это робототехника. Значит, этот кластер, это сейчас правительство должно выделить, не должно, оно обещало выделить 5 гектаров минимум земли. Это будет строительство большого административного производственного корпуса. Да, это следующий этап для того, чтобы реализовать все проекты привлечения инвестиций, имеется в виду компания «Акселератор». То есть это будет воплощаться уже в жизнь конкретно уже в технопарке, который мы будем создавать. Технопарк, где будет, не могу сказать, но он точно будет, это продолжение естественное. Школа номер 21, естественное продолжение акселератора. Первые проекты в акселераторе мы свои деньги будем, прямые инвестиции будем давать, для того, чтобы привлечь инвесторов со стороны. Нужно показать, что у нас есть мозги, и к нам принесут деньги. Под наши мозги, если перевести на русский язык. Ну, чтобы первые деньги нашей группы мы выделим 10 проектов. Какую сумму, не знаю, сколько, не знаю, но первые 10 мы запустим сами. У нас есть большой опыт у меня в Беларуси, вы, наверное, читали. Мы инвестировали, создали 2 криптобиржи, Currency.com, создали криптобиржу, Capital.com, компанию по продаже финансовых услуг. Этот бизнес нам знаком, мы понимаем, как это делать. Мы, конечно, привлечем специалистов с Москвы, из Беларуси, из других регионов за границей. И мы начнем обязательно. То есть идет разговор о переформатировании, о запуске технологической республики, технологических производств. И не надо этого бояться, когда человеку говорят, люди обучаться будут люди от 18 до 60 лет. Очень много из случаев бывшие военные в 45 уходят на пенсию. Да. И вы в том числе, здесь сидящие, кто хочет поднять свой уровень жизни, что хочет изменить свою жизнь к лучшему, что хочет заниматься интересными проектами, интересными людьми общаться, ездить в интересные страны, они встречаются. Это молодые люди до 40 лет все. Меняют свой формат жизни, идут новые. Для этого не надо много знать, для этого надо знать хорошо арифметику, как первый вход. И это все обучаемо, это все обучаемо, это все как... И не надо для этого 5 лет в институте учиться, 1 год. Это такая среда, которая сама вырастет, выпистывает и поднимет, сама сделает специалистов. Это взаимная поддержка, программисты себя друг другу поддерживают. Это бесплатное будет обучение, бесплатное проживание в отеле для студентов. И вот такой проект. И следующее – это технопарк, где мы уже будем конкретно создавать производство. Это может быть летательные аппараты, это медицина, это следующий этап. Я не знаю что, но это вот… Высокотехнология. Да, это вперед, И уже 3-й этап, после академии, после создания технопарка, мы начнем создавать научно-технологический центр. Его надо создавать на базе высших учебных заведений, которые занимаются наукой. Это уже создано в России, Сириус. Президент Путин лично курирует, слава Богу, спасибо ему, этот проект есть. Ведем переговоры с московскими высшими учебными заведениями, которые занимаются наукой, активно занимаются, для того, чтобы создать филиал в Ингушетии, открыть филиал, допустим, Губкина это будет, МГУ ли это будет, или это Бауманка будет, или это будет, я не знаю, Плехановка, с кем мы сможем договориться, открыть филиал и на базе этого филиала создать. Нужно срастить науку, срастить производство, нужно их скрестить, то есть инвестиции в науку для развития производства. Да, это длинный, большой проект, требует больших вложений и 10 лет жизни, но я думаю, у нас это получится.
Это Пожалуйста. Михаил Саварбекович, вот если не считать IT-сферу, как вы считаете, с учетом вашего опыта и знаний, какие сферы образования могут стать перспективными, в современном мире в Ингушетии? Мое абсолютное убеждение – это медицина. Она идет вперед, развивается генная медицина, генная инженерия. Что такое не происходит в медицине? Чудеса. Но это, конечно, биохимия. Биохимия – это второй этап, я считаю. Мы вот, допустим, сейчас в Москве создан Сергей Семенович Собянин, создал технопарк, уже привлекли 140 миллиардов рублей инвестиций. Технопарк. Вся страна, весь и за границей едут. В Сколково то же самое происходит. Мы там активно строим Сколково. И абсолютно убежден биохимия, робототехника, абсолютно убежден медицина, абсолютно убежден это будущее. Нефть, она останется, никуда не денется. Мы не имеем доступ к нефти в Ингушетии, да? У нас нет газа, если был бы уголь и там, все остальное, не удобрение. Мы очень маленькая республика, половину горные массивы, половину или 1/3, не знаю правильно. 1/3, может быть, половину, да. И нам нужно ориентироваться, уходить туда, именно в это, в технологические компании, в технологические. Нам нужно уходить в то, о чем я говорю. Нам нужно уходить, продавать голову, продавать мозги, продавать знания. Михаил Саварбекович, учитывая все проекты, которые вы указали, какая поддержка со стороны региональных властей вам уже оказана и какая будет необходима в будущем? Это на самом деле, что значит поддержка? С первого дня мы находимся в постоянном контакте с главой администрации, с председателем правительства. У нас прямой контакт. Все вопросы, которые мы ставим с точки зрения функционирования нашей на территории, нам идут навстречу. Мы активно оказываем помощь, нам оказывают помощь, поддержку. Мы активно пытаемся все это претворить в жизнь. Поэтому у нас никаких разногласий нет. Спасибо большое губернатору, главе. Я уже отвык, глава, слово от губернатора. В России, в Центральной России губернатор называется должность. Спасибо главе, спасибо правительству, спасибо за поддержку. Тогда, продолжая вопрос, из истории известно, что именно личностные симпатии и антипатии делают политику. В чем сходятся ваши интересы с главой Ингушетии Махмуд Али Калиматовым как с личностью? Во-первых, я говорил, это человек, который я в него поверил. Он, во-первых, юрист, правовед. И это, соответственно, очень меня потрясло, когда он мне сказал, мы 500 судебных дел у нас по земельным вопросам. Да. Мы судимся. И я сказал, неужели вы, как добропорядочная власть, судитесь с добропорядочными или недобропорядочными своими гражданами? Он говорит, да, мы только через суд. На меня это на фоне других территорий, а я много знаю случаев, как это работает в других местах. Меня это потрясло, и это вызвало большое уважение, его объективность, его честность. Он человек очень честный, очень порядочный и очень переживает за республику. Он что-то хочет изменить в лучшую сторону. И очень об этом много думает, он много об этом говорит. Он часто мне звонит по телефону и в сердцах разговаривает со мной по этим вопросам. И говорит, вот ты знаешь, вот там я был, сейчас там такое, вот там сейчас так, вот ты знаешь, я так расстроен. Так я, говорит, расстроился, говорит, меня не понимают, я пытаюсь, представляешь, вот так, я ему говорю, успокойся, все со временем станет на место. Очень переживает за республику, очень добропорядочный, очень профессионально подготовленный человек. Мы должны понимать, что он прошел самый сложный период для нашей страны время. Он пришел в 2019 году, когда началась пандемия. Тот ужас, который перенесла и республика, и вся страна с пандемией, погибли сотни, тысячи людей. Я только потерял 3-4 близких своих друга, особенно своего самого близкого друга потерял, он старше меня на 2 года, он буквально сгорел. И много людей, много промышленность практически пришла в упадок. И вот в это время ему пришлось начинать свое губернаторство. Но это не страшно. После этого началась спецоперация, и
реакция, видели, западного мира, и, соответственно, санкции, и все это влияет на экономику нашей страны, на курс. То есть мы находимся в достаточно сложном положении. Вся страна, мы боремся, да, со всей Европой практически сейчас, со всем миром, да, со всей Европой точно. Да. И на этом фоне, да, пытаться развивать, и то, что он делает, это фантастически. Если бы это было 5 лет назад, когда курс был 36 лет назад, там сколько? 15? И в долгах были. Да, помните, курс был 30, а не 100, сейчас 97, по-моему, с утра. Да. Когда не было санкций, когда можно было сегодня оборудование для IT-кластера нам надо заводить только в Китае, конечно, в других местах раньше мы покупали без проблем. Но, тем не менее, мы найдем все варианты, и этот кластер, мы запустим эту академию, вы увидите, мы запустим, я в это верю, потому что когда-то, в 2096 году, меня пригласил Руслан Аушев, тогда был президент, называлось. Я был в свободной зоне, он мне сказал: Магас, денег нет, бюджета нет, закон есть о Магасе, но ничего нет. Я приехал сюда, вот где мы сейчас сидим, чуть дальше. Там мы подвезли туда вагончик, кинули времянку электричества, создали листок бумаги, штатную структуру. Главой Магаса сделали Мизиева Элеза, с Грозного был такой человек, профессионал был хороший. И начали строить Магас. Административное здание, стадион, школу Марем, парламент начали строить университет. И сегодня это уже проросло в большой город. Сегодня точно так же мы начнем этот проект, и вы увидите, конечно, 20 лет – это большой уже период, 5 лет мы увидим результат от этого проекта. Это рабочие места же, 500 рабочих мест в год. Я хотел бы продолжить эту мысль. Лет 30 назад, в такое очень сложное для республики, вообще для страны время, вы стояли у истоков зоны экономического благоприятствования. Вот по прошествии этого времени, насколько оправдано было тогда вот создание этой зоны, коэффициент полезного действия? И если говорить о возможностях для республики сегодня, в ряде регионов существуют особые экономические зоны. Как вы считаете, можно ли нам тоже вернуться к подобной практике? Ну, во-первых, это единственная экономическая зона, которая сработала. Ее результаты можно видеть, посмотрев на администрацию президента, посмотрев на многие, на аэропорт, посмотрев на вокзал. Эта зона пробыла всего 2 года. Вы совершенно мало люди, население республики, мало знает про эту зону. Какой-то создан вокруг ореол, что кто-то выделял деньги, и что там их украли, и что там было все очень плохо, что там были жулики и проходимцы. Нет, это все неправда. Был 92-й год, получился Осетино-Ингушский конфликт. Десятки тысяч беженцев ингушей приехало в Северную Осетию, жили в вагончиках. Случилась революция, будем называть ее, в Чечне. Я был генеральным директором крупного объединения, и нас в один день 11 ингушей, руководителей, это Птицепром Дзейтов, это Аздоев Россельхозбанк, это Тимирханова Тангиева, Сбербанк Чечено-Ингушетии, Гуцариев, это Хамадханов Чечено-Ингуш-Рыба, Ахильгов, Грозго. В общем, 11 ингушей в один день освободили от занимаемой должности без причин, зашли гвардейцы, захватили кабинеты. Это было, то есть многие стали переезжать сюда. Через 2 года случилось то, что случилось, и побежали сюда чеченцы, 300, где-то 250-300 тысяч. И в этой обстановке образовалась, Ингушетия начала жить. Руслан сидел в двухэтажном здании. Это, я не устану повторять, что Руслан – это выдающийся человек, что это настоящий мужчина, что это генерал, что это человек чести и очень умный человек. Он позвонил мне, сказал вице-премьером, мы знакомы были и с ним по Москве, познакомились, когда он был депутатом, а я приезжал там что-то в министерство свое, как генеральный директор, я прибыл, и молодые люди, мне было 30, ему там 34, мы там познакомились, и все, и разошлись, и потом он позвонил, может, вице, придешь? Я говорю, вице, я не пойду, мне это уже не интересно. А что можно сделать? Я в это время активно занимался уже экспортом.
экспортом различных товаров и понимал, как это работает. Я занимался, бывал на Мальте, бывал в Шардже, бывал на Кипре. Я сказал, вот можно сделать что-то похожее на свободную зону. Правда, это должен быть офшор вне территории, но можно как исключение сделать внутри страны, в определенном субъекте. Нужно только написать несколько документов, их надо подписать. Если ты сможешь подписать, то деньги пойдут. Это мало кто верил. Мы сделали документы, он взял их, и он это сделал. Он подписал у Черномырдина, он подписал постановление. И с 94-го с конца до 92 года была зона. Всего 2 года. Она ее больше не было. И за 2 года, что мы успели заработать, Очень много. вот это все было сделано, в том числе и телевидение, которое там, и лицей, ваше телевидение, и лицей. И тогда это было, как, знаете, каждый объект у нас вызывал чувство гордости за Ингушетию. Событие было, никогда же не было ни администрации. Вот эта дорога, что в Магаз ведет, мы просто как дети маленькие радовались, что мы эту дорогу, вот этот мост с этими светильниками, тогда нам казалось, это какое-то чудо. Мы к этому относились очень бережно, ко всему. Мы делали эту дорогу, этот мост в Магаз, этот стадион утром, эти фоки, оздоровительный комплекс, аэропорт. Это вообще для нас было как будто. Потом мы сделали Центр развития предпринимательства, внесли закон. Потом я там зарегистрировал несколько компаний в Ингушетии, чтобы наполнить ее. И так 5 лет. Все, что было, 5 лет. К сожалению, потом Руслан ушел, и все изменилось. Поэтому Магаз вот так. И вот в это поверили люди, мы в это все верили. Сейчас тоже надо поверить и изменить. Нужно изменить вектор Ингушетии. Нужно ее изменить. Иначе это будет постоянно вот то, что сейчас происходит. Ее надо изменить. Ее надо переформатировать. Нужно что-то такое необычное, чтобы пойти, как тогда было. Нужно уйти в новую технологическую республику делать. Нужно всем на это наброситься. Просто не жалеть денег. Мы не будем жалеть. На это не будем жалеть. Да? Потому что все, что происходит, остальное, это будет то же самое. Хорошо повторяющееся старое. Оно неинтересно. Ингушетия левой ногой находится в 21 веке, а правая осталась в 19-м. Надо вытащить эту ногу вторую, хотя бы в 20 век ее надо опустить. Но не можем мы вот так сидеть, нас разрывает. Одна часть туда, а вторая живет, как жила раньше. Причем не в 20-м, а еще в 19-м. Понимаете, да, образ мышления, образ поведения. Но это ничего, да, это просто что-то надо делать. И вот сейчас Махмуд Али, спасибо ему за поддержку, мы решили, все эти проекты делаются с его согласия, при его полной поддержке. Я хочу, чтобы люди это знали, как тогда Руслан это сделал, при полной поддержке Руслана. И сейчас этот проект, он уже пошел, и мы уже не остановимся, если нас не остановят. Но, я надеюсь, нет причин делать плохо республике. Нет причин. Микаил Сафарбекович, вы нас просветили, да, о событиях 30-летней давности. Вот бытует такое мнение, говорят, что вот а что 20 лет? Почему невозможно было содействовать региону в течение 20 прошедших лет? Да, мы понимаем, что содействие было, но не было громких заголовков о нем. Как вы прокомментируете? Я должен прийти и бегать по республике, говорить, а что вам надо? Вам деньги надо? Да? Кто-то должен был позвонить мне, кто-то должен меня был позвать, кто-то должен был позвонить по телефону, сказать мне, давай встретимся. Тот должен был со мной встретиться, сказать, вот у вас там есть такие производства, у вас есть такие заводы, фабрики. Мы в год сдаем в Москве 1 миллион квадратных метров железа. Миллион в Москве, в Новой Москве. 200 тысяч в Санкт-Петербурге. И еще, в общем, по России 1,5 миллиона метров. Это не в 10 лет, в год. Мы это строим. Кто-то должен мне прийти и сказать, слушай, вот построй нам это. Но я же не могу бегать и сказать, слушай, возьмите мои деньги, возьмите наши знания, возьмите нашу компетенцию, возьмите наши, не мои. Я-то ладно, я человек всего лишь. Люди, есть 1000 людей, которые профессионалы, которые это делают, начиная с 20 лет.
которые это понимают, и у них получается. Но нас никто не просил. Ну, я, наверное, выглядел бы дураком бегать и сам просить меня допрашиваться. Да. Сейчас Махмуд Али он принял такое решение, но мы отреагировали. Люди, которые ко мне обращались в течение 20 лет, я всегда пытался оказывать помощь. Таких людей очень много. Просто я об этом нигде не говорил, и я никогда не говорю, если я что-то там... Да. Но много людей ко мне приходило, много людей обращались, и много я сделал в республике, и здесь, и в той же, даже в Северной Осетии, и в Чеченской республике. Это для меня не чужой регион Чечня, все равно я там жил. Мы короткий период, когда там было безвластие, это не имеет отношения к чеченцам и к чеченскому народу. Мы активно строили и в Чечне, и школы, и больницы, и мечети. И здесь, в Ингушетии, помогали. Просто это не афишировалось, это было на личностном уровне. Микаил Сафарбекович, площадь Алания – это сердце нашей столицы, и проезжая башню Согласия, у всех у нас бывают необычные чувства, надо это признать. Это место притяжения горожан и жителей всего нашего региона. И вот сейчас там появились вывески, что будет новый парк. И люди задаются вопросом, а что именно будет? Вот просветите нас, пожалуйста. Сейчас это более глобальный период. Это же не только благотворительность, это коммерческий проект. В частности, это инвестпроект, о котором вы говорите, Махмуд Али Махшарипович обратился к нам, что вот площадь – главное достояние республики. Там находится в зачаточном состоянии проектная документация даже есть, но мы сейчас новую заказали. Что там можно сделать? И сейчас мы строим там большой торгово-развлекательный центр. Вверху будет 2 крупных ресторана. Грузинская кухня, кавказская кухня и кухня. Это московские компании приедут сюда, крупные федерального значения такие компании, да. Это и площадь, там и зимние катки будут, и летние выставки, и концерты проводиться. Внизу это будет 2 кинотеатра больших. Мы сегодня запустили этот проект. 2 кинотеатра, магазины, сеть магазинов, крупных федеральных сетей, да, крупные компании сюда зайдут. Это и детские, там торговые, 7 тысяч метров под землей. Это детский центр там будет. В общем, через год вы увидите, даст Аллах, даст Бог, даст Аллах, что мы, конечно, это приведем совершенно в другое измерение, как оно должно было быть изначально. Там изначально, когда мы проектировали Магаз, там вот где башня должна была быть стела. Изначально я ездил в Санкт-Петербург тогда, и мы делали институт урбанистики, заказывали проект, ну тогда переформатировали, сделали сейчас башню, ну неплохо, башня нам тоже нравится. Вообще насчет Магаса, когда говорят про Магаз изначально, вот вся инфраструктура создавала же. 5 скважин было, вода откуда? Мы 5 или 6 скважин пробурили. Газ подачу, да, газораспределительные сети в Магасе, вода, и подстанции электрические. Все связано в 94-м, 5-м, 6-м, 7-м, 8-м году. Это тогда все сделано. Сейчас на той базе, сегодня под канализация, водостоки, все сделано до 2000 года было. Потому что мы делали сразу под большой город. Под большой город делали. Поэтому заслуги тех людей, Аушева, Амирханова Алихана, Мизиева и многих людей, они так и остались безымянными. Но на самом деле сегодня вот след оттуда выходит в день. И эти люди много сделали. Их надо быть им благодарными. Да? Они потеряли здесь годы жизни, здесь люди потеряли. Микаил Сафарбекович, еще один очень большой масштабный проект, который вы реализуете здесь в республике, в горной части, это реконструкция башенного комплекса. По большому счету, конечно же, вы спасаете памятники истории, архитектуры, это вот наше достояние. И в общении с коллегами обычно говорят, что на туризме сейчас очень многие регионы зарабатывают. На ваш взгляд, после того, как закончится весь цикл работ, полностью будут восстановлены, я понимаю, что это очень длительный процесс, но после того, как будут восстановлены все башенные комплексы, на ваш взгляд, ограничит ли доступ туристов к этому? Можно ли на этом зарабатывать? Знаете, я никогда не думал про Ингушетию горную как с точки зрения зарабатывать и с точки зрения бизнеса.
Проект башенных комплексов Ингушетии – это огромный, минимум от 10 до 20 лет проект. Да? Я бы его сделал быстрее, есть для этого возможность, но нет людей, которые могут сделать это. Специалистов. Сейчас, спасибо Махмуду Али Макшариповичу, он дал команду Министерства образования, и 2 факультета открыли. Мы с ним разговаривали, я сказал ему, сделайте несколько факультетов. И он дал команду, и открыли эти несколько факультетов. Я связался с такой Рамзан Султыгов. Мы его пригласили, Султыгов, с Испании. Да. И мы с ним договорились, нашли консенсус между собой, что он приезжает с Испании, возвращается сюда и организовывает еще одну кампанию, потому что одна кампания Харсива недостаточно. Приглашать с других территорий я не хочу, потому что деньги должны зарабатывать свои, в первую очередь. Чем больше мы заработают наши люди, чем это лучше, мы станем богаче в общем. Поэтому сейчас вот Султыгова мы создаем еще, мы хотим создать еще 2. Аушева компания есть. Открывается 2 комплекса. Харп, первый этап, и Морч. Мы начинаем Пуй, Келли, Ибн-Хо, Вовнушки. 20, мы заказали 20, уже 10 проектно-сметных документаций готовы, еще 10 я заказал. И мы создадим такой мощный кулак. И Султыгов обещал, что на фоне одновременного восстановления башен, он это понимает, он реставратор, профессиональный, с европейским сертификатом. И он обещал, что будет одновременно обучать нашу молодежь, чтобы создать несколько таких мобильных строительных групп, которые восстановят Горную Ингушетию. Я просто, много есть тоже критики, говорят, вот, но если мы ничего не будем делать, это до конца развалится, конечно. И это просто умрет. Это такое преступление перед своими предками, вы даже не представляете. Только народ с великим духом, это такой надо иметь дух, чтобы в этих горах, в этих нечеловеческих условиях тогда, сейчас там тяжело, в машине, в теплой одежде, в теплом доме там тяжело. Какой надо иметь дух у этих людей, волю к жизни, чтобы вот это все построить и защищать, воспитывать детей, рожать, сохранить обычаи, традиции, веру свою языческую поменять на ислам, и все это дальше продолжать, развивать. Это были необычные люди, нам Бог оставил, Всевышний Аллах оставил необычные гены, необычных людей оставил Он нам. И это так просто уничтожить, это просто надо быть варварами и дикарями. Поэтому надо восстановить всю Горную Ингушетию. Мы это должны вместе сделать, все вместе это надо сделать, всю долину восстановить. Что я, когда начал делать, увидел, спросил, сколько туристов? 100 тысяч, говорит, в год. Я говорю, а куда они в туалет ходят? Нет туалетов, они ходят, значит, по ветру, так говорят, да? Они ходят, значит, сейчас там построили 20 туалетов. Вот эти вот комнаты отдыха, места, это сделано не комнаты, это сделано туалетные, там рядом туалет сделан, женский и мужской. По всей долине 20 туалетов сделано рядом с этими стоянками. Эти стоянки сделаны были просто туалеты отдельно. Остановиться, сходить в туалет, там что-то перекусить, для этого сделано. Были на самом деле, в республике не было такого туалетов в этой части, да. Как же туризм без сервиса? Я не говорю уже о ресторанах, я не говорю о кафе, я не говорю ни о чем, просто элементарно. Сейчас мы быстро это делаем, да. Там не было мусороуборочных машин, мы купили туда эти мусороуборочные машины, все эти. В общем, как-то это начинает сейчас оживать. И, конечно, Горную Ингушетию надо восстановить. Это большое-большое преступление потомков, если то, что сделали прапрадеды, это не оставить. Не оставить. И одновременно это инвестиция, это деньги. Люди же берут, работают, получают деньги. Эти деньги будут оставаться в республике. Это будет увеличивать доход республики, платить какие-то налоги. И платить, главное, это в карман людям, в семейный бюджет. И это важно очень, да. Вот такую важную миссию мы сейчас выполняем, я считаю, для Ингушетии, для наших
наверное, для наших уже Потом. потомков, не для себя. Себя мы уйдем, мы долго еще не будем, но мы такую важную оставляем им, и они уже идущие за нами это дальше будут поддерживать. На самом деле Джайрах – это наше вот сердце. Сердце – это единственное место, где мы можем прийти, и нам никто не скажет, что это не наше, где к нам будет проситься, и мы не будем их просить, а нас будут просить. Это наше такое вот сердце. Вот это такое, может, я человек не сентиментальный, может быть, немного пафосно говорю, но я абсолютно убежден. Две вещи – кладбище и Джайрах, башни – это наше земное и божественное, это наше начало. Все остальное – IT, заводы, фабрики, дома – это разрушается, продается, покупается. От этого никуда не уйдешь. Поэтому я к этому отношусь очень серьезно. Мы сейчас это поднимем еще на уровень. Уже на следующий год вы увидите, как это будет быстрее двигаться. Мы будем это двигать быстрее, увеличивать. Торопиться, правда, в этом вопросе надо очень осторожно, но тем не менее. Потому что все-таки это архитектура, все-таки это строительство, все-таки это связано с реставрацией. Как бы не навредить, как вот, допустим, случилось в Цоре, видели, да? Поэтому мы идем очень осторожно. Но эти развалины, которые... Бишт практически был развален. Бишт. И когда мы начали копать, там нашли один объект за другим, третьим, четвертым, да. Сейчас мы вот начали это в Морче, там тоже надо еще 3 башни, 2 боевые и 1 жилую. Ибн вообще разрушен, вы знаете, генерал Абхазов, по-моему, фамилия была, расстреливал прямой наводкой. И не пропускали их, живущие в Ибн-Хо, ингуши, и они их разрушили просто. Это надо, они уже... на самом деле, если копать все камни там внизу, их надо вытаскивать, их надо собирать. Это большая, тяжелая, кропотливая работа. Кровопотливая, неправильно, извини. Кропотливая работа, которая требует внимания и много денег. Но это тот случай, когда деньги не работают, не играют никакой роли в этом проекте. Если мы строим завод, торговый центр, мы считаем, столько надо, столько. Здесь нет возврата. Это только это. Поэтому, на мой взгляд, что я очень горжусь тем, что мы этим занимаемся. Много писем, у меня до 30 писем от родов разных есть. Просят, чтобы мы, конечно, спрашиваем у хозяев этих башен, их потомков, да, можно ли как, они дают подтверждение нам. И мы, конечно, все восстановим, кто нам подтвердит. Кто сам хочет, пожалуйста, мы здесь не претендуем. Мы таблички вешать не будем, что это сделал Гуцариев. Никаких табличек там не будет, ничего не будет. Это не для табличек делается. Это просто надо восстановить. Просто надо восстановить. И мы должны все ингуши этим поддерживать это. Вот это моя точка зрения. Спасибо вам за это. Это моя абсолютная убежденность в этом. Микаил Саварбекович, вы упомянули ряд очень крупных проектов. И напрашивается вопрос, кто входит в вашу команду, кто вам помогает реализовать все вот эти проекты? Махмуд Али Калиматов, он самый главный мой сторонник. Он постоянно мне звонит, мы с ним общаемся, в Москве видим. Он мой сторонник, он мне помогает, он идет впереди, мы идем за ним. Мы идем за ним. Он считает, что это все правильно. Ну и, конечно, все остальные в правительстве люди. Мэр Магасов, очень оперативный парень. Он старается помочь сразу, вот что надо, лишь бы давайте. Правительство, ну, антагонизма нет. Ну, есть какие-то люди там по интернету, что-то. Но это естественно. Интернет дал доступ, возможность людям говорить то, что раньше боялись сказать, да? То, что можешь сказать в лицо, не каждый скажет, а по этой кнопке можно, что хочешь сказать. Это нормально, я к этому, на это не обижаюсь, да? Я просто считаю, что ответ всем этим людям – это хорошая новая башня. Это новая башня. Мы в Джайрахском районе, где, как не здесь, записывает Микаила Сафарбековича Гуцариева, который вкладывает огромные средства в дело сохранения наследия прошлого ради нынешних и будущих поколений.
Микаил Сафарбекович, я рада вас приветствовать на земле наших отцов. Вы только что побывали на башенном комплексе Харп. Ранее там были и мы, и удивились тому, насколько прекрасным стало это место. Ранее там были всего лишь руины и камни, останки от величия прошлого. А сейчас это с вашей помощью полноценное поселение. Каковы ваши ощущения и что значит для вас земля отцов? Сегодня ехал по ущелью, вспомнил Идриса Базортина. Я теперь понял, где он черпал вдохновение. Это точно, предисловие из 8 веков. Вы, наверное, в детстве мы все это читали, это наш самый известный классик. Там громады вершины скал, Хаоси, поднявшиеся к небу, дремучие леса, потоки горных рек. Все это, конечно, вот здесь. Но там есть удивительные строчки. Язык поведал мне, как трудно было дедам, как мужество их, любовь к свободе продолжили нам жизнь до наших дней. На память вот так помню. Теперь я понимаю, действительно, вот мужество, любовь к свободе, мужество этих людей удивительно, как здесь в современном мире при таких прекрасных условиях мы живем хорошо, достаточно на равнине, есть и свет, и вода, и тепло, и все, и коммуникации, и телефон. Кажется, что жизнь не может быть другой. Но люди здесь жили в очень суровых условиях, и такой заложен достаточно сильный генный фонд народа. Вот видно от этих людей, что сегодня, что народ выживает при всех катаклизмах, которые с ним происходили за последние 150 лет с ингушами. Тем не менее, они развиваются, растут, самый быстро растущий народ и один из самых образованных народов на Кавказе, ингуши. Поэтому, наверное, вот нам досталось от предков. Что меня вызывает? Восторг и величие. Восторг от того, что я вижу, и величие и гордость за народ, за ингушки, что я принадлежу к этому народу какой-то там маленькой частицы. Это искренне. Любой восторг – это обязательно пафос, как бы это ни звучало, но даже корову, пасущаяся практически на отвесных склонах, вызывает уважение. Восстановление башенных комплексов и кладбищ – это действительно масштабная работа, рассчитанная не на один год. Эта работа для вас имеет все-таки нравственное значение? Я считаю, что комплексы башенные, которые находятся в хорошем состоянии, это требует только реставрации. Но те развалины, которые, это я предвосхищаю критиков о том, что там их новоделы. Если башенный комплекс развален, по фотографиям, по очевидцам тех времен от стариков, по фотографиям, проектанты восстанавливают это, 3D-измерения применяют и восстанавливают, проектируют и восстанавливают. На мой взгляд, вся Ингушетия горная должна быть восстановлена. Кто был в Великобритании, видел замковые комплексы богатейших британцев. Они значительно уступают нашим. На миллионы туристов ездят, восторгаются британскими, шотландскими, западными башенными комплексами. У нас каждые 200-300 метров. Поэтому для меня это дух Ингушетии. Наша башня – это дух Ингушетии. Дух, вот здесь вся Ингушетия, сконцентрированный дух Ингушетии здесь находится. Микаил Сафарбекович, реконструкция кладбищ – это работа, которая откликается благодарностью в сердце каждого жителя нашей республики. Это столько тейпов и людей, благодарных вам. Это была ваша личная инициатива? Несомненно, это моя личная инициатива. Я как-то обмолвился с Махмуд Али, и он поддержал эту идею. В кладбище, которое находится, я и вчера говорил, и сегодня и буду повторять. Культура начинается не из музеев, не из дворцов, не из двухэтажных особняков. И культура начинается с кладбищ и туалетов, Хоть это некрасиво, может, на камеру говорить, но это действительно факт. Кладбища находились в плачевном состоянии, а это конечный дом каждого жителя республики. Очень странно строить себе двухэтажный дворец и в то же время не заниматься кладбищем, где лежат твои родители. Это, мне кажется, более значимо, чем дом, в котором ты живешь. Поэтому для меня это такой дуализм, понимаете? Это между божественным и земным, между божественным и земным. И кладбище – это земное. Это короткий период, там 60, 70, 80 лет живет человек, потом на 1000 лет уходит. И поэтому, мне кажется, это важнейшая
духовная составляющая любого человека. Конечно, кладбище мы все восстановим, мы их восстанавливаем и будем восстанавливать, и приведем их в самый благопристойный вид, самый благопристойный вид. Да, действительно очень важно, что восстанавливаются еще и христианские кладбища, никто не обделен. Часто этот вопрос слышу, христианское, мусульманское. Для меня это люди, в наше время, в 21 веке, имея такой поток информации, общаясь через интернет со всеми странами мира, с людьми разного вероисповедания, и говорить вообще о вере, да, там, лучше или хуже, это равносильно тому, что говорит смуглый человек или белый человек, кто из них лучше, да? Поэтому такая прописная банальная истина, и не хочется повторяться, но все-таки плохих людей не бывает, плохой веры нет, Бог един, поэтому я не глубоко религиозный человек, я верю в Аллаха, верю, я мусульманин, но я к этому отношусь спокойно. То есть для меня христианин или мусульманин – это равнозначные фигуры, поэтому на кладбище в Нестеровской есть могилы 1830 года. Это наши жители, это жители Ингушетии. 860 года есть. Это первые поселенцы, казаки, русские, пришедшие, бежавшие от того царского произвола, потом их стали называть казаками. Это люди, которые поселились в наших краях и с нами жили 200 лет. И здесь остались. И весь мир должен видеть, что ингуши являются высококультурным, цивилизованным народом, что мы смотрим за своими кладбищами и смотрим за кладбищем других народов, другого вероисповедания. Это поднимает наш рейтинг, это поднимает нашу культуру и отношение к нам. Какой-нибудь молодой человек поедет в Сибирь, и родственники похороненных здесь русских людей будут знать, откуда с Ингушетии. А у нас там вот... Поэтому это в общем делается для того, чтобы поднимать уровень культуры нашего народа и уйти от этого религиозного, такого достаточно невежества, я считаю. Это такое религиозное невежество, страхи, да, основаны на невежестве и незнании религии. Странно восхвалять Ису пророка, да, Бога христиан, восхвалять ингуши, говорят, Иса Пехмар, и в то же время какие-то страхи в отношении православных, там, христианских кладбищ. Я думаю, это вопрос невежества, который обязательно со временем исчезнет. Микаил Сафарбекович, ваши благотворительные акции имеют в регионе огромный резонанс. 10 тысяч подарков для детей в Рамадан, 5 тысяч подарков для малоимущих семей. Такая же работа была проведена еще и в Курбан-Байрам. 270 тысяч учебников получили ингушские школы. Это огромный объем работы. Скажите, пожалуйста, это все-таки зов вашего сердца? Как вы поняли, что именно эти проблемы актуальны? Детская программа для нас это особая. Если вы возьмете вот за последние 10 лет, если будете в Москве, приходите, сюда я не везу. Есть каждый год мы делаем, наш фонд делает большие программы по России, и мы печатаем книги о благотворительных делах, которые... В основном 50% этой книги – это дети. Мы построили для детей, для инвалидов большой за 15 миллионов долларов, большой в Ижевске, в Удмуртии построили реабилитационный центр. Мы в Ульяновске построили, да, для людей с ограниченными там возможностями, да, я не буду на камеру, потому что это жалко этих детей. Люди, которые не видят, да, то есть много проектов есть. И, конечно, мы занимаемся вот. Поэтому, что касается детей, книги, это знание же, да, только знание. На самом деле знание вообще, мало кто про это задумывается. Как говорят о бедности, борьба с бедностью – это знание. Вы можете бесконечно строить, вы не можете всем людям построить дома, вы не можете всем людям, покупать одежду, еду, но вы можете их научить, как надо строить дома, вы можете этих людей учить, как надо шить одежду, вы можете научить людей, как надо выращивать зерно. Поэтому знание – это основа, основополагающая борьба с бедностью. Поэтому, что касается знаний,
Мы всегда будем оказывать помощь. В каждый год мы оказывали и в те времена, во времена Руслана Аушева, мы постоянно занимались. Вы, наверное, вы маленькой девочкой были, не знаете, но мы занимались и медициной, занимались, конечно, и детьми. И будем заниматься. Это зов сердца, я не скажу, это прямая обязанность любого человека, у которого есть. И не обязательно быть богатым. Можно быть просто. Кто-то купил одну книгу, кто-то купил что-то еще, кто-то купил детские игрушки, кто-то просто пошел в детское отделение больницы, купил 100 пирожен, это недорого, и просто передал детям 100 пирожен. Это то же самое, что сделал я. Просто я купил 260 тысяч книг, а кто-то купил 100 пирожен. Да? Поэтому это как бы наша прямая обязанность всех, кто носит бороду и кто ее не носит. Но вот в продолжении темы знаний недавно из программы ЕГЭ убрали некоторые произведения Лермонтова, Пушкина и Гоголя. Вот на ваш взгляд творческого человека, какие произведения все-таки необходимо включить в эту программу? Я абсолютно убежден, да, как говорил Пушкин, да, Державин меня благословил, но основоположник, я на самом деле глубоко изучаю стихосложение и литературу, и раньше изучал, и сейчас я занимаюсь. Но в день, наверное, час я этому уделяю, да, или читаю, или через интернет. На самом деле основоположник, тот язык русский, на котором мы говорим, это язык Пушкина. Это не сегодняшний сленг, это даже не Ожегов, не Ожегов, это даже не все, да, ученые, которые составляли наш Недаль, это, наверное, Пушкин, да, вот литературно правильный язык. Поэтому убирать Пушкина из ЕГЭ, это равносильно тому, что убирать наш основной язык межнационального, мы же страна большая межнациональная, это равносильно тому, что язык убрать свой основной, да, на котором мы общаемся. В Ингушетии-то есть еще свой ингушский, но в других территориях это язык межнационального общения. Поэтому это большая ошибка, на мой взгляд, да, большая ошибка. Вы в общении с журналистами, Михаил Сафарбекович, как-то отметили, что вы приходите туда, где люди нуждаются в помощи. И вот только что вы сказали о том, что оказывается помощь многим регионам России. А вот что значит для вас Россия? Что вмещает это слово для вас? Это все-таки ваша большая родина или что-то другое? Ну, это есть традиционно на уровне обывателя, да, малая родина, большая родина. Но все-таки я к этому отношусь, наверное, по-другому, да. Есть родина, есть корни, место, где наши корни, где наш дух, где наша история, где мы откуда произошли. Вот в этой 6 поколений, я знаю, здесь, которые были до меня в Биште, да, я знаю прямые 6 поколений, да, я 8-й. 2 я знаю на равнине, своего отца, своего деда, а прадеда, прапрадеда, про всех я знаю имена. Это еще домусульманский период, когда мы были язычники, имена там языческие, Юта там у них имя, Лорс у них там разные имя, да, Шаши, там тетки, пратетки мои. Поэтому, что значит, я даже не знаю, как это сказать. Наверное, большая страна. В любом случае, я думаю на ингушском. Говорю я по-русски. В России это язык мой главный язык. Я живу в Москве. Да, я этнически принадлежу, хотя вы все, к ингушской нации, но я 30 лет жил, 33 года в Москве. До этого я жил в Казахстане, учился в Средней Азии, поэтому я учился там, где всегда была русская речь, да. И, конечно, я разговаривал на этом языке, и он мой сегодня главный язык. Но думаю я, конечно, по-ингушски, конечно, я ингуш. Поэтому для меня Ингушетия – это, наверное, это то, что я. Наверное, это я не знаю, как это сказать. Не хочется говорить, это малая родина, это большая родина. Но Россия – это страна, в которой мы живем, это наша большая родина, действительно. И мы живем в составе страны, и слава Аллаху, что мы живем в России. И мы будем жить в составе. Наша республика, 1000 лет надо жить, в мире и согласии жили, да, мы никогда не воевали с русскими, никогда у нас не было, да. Были какие-то перегибы в отношении Ингушетии, но это были не русские, это была власть на тот период. Нас выселяли 2 грузина и 3 армянина. Можно назвать их фамилии: Кабулов, Меркулов, Сталин, Берия. Нас выселяли не русские, да.
с нами расправились наши же соседи, да. Но это не значит, что виноваты в этом грузины. Это было такое время. Вот что для меня Ингушетия. Микаил Сафарбекович, вы признаны поэтом года в России, с чем мы вас поздравляем. Вы известны не только своими стихами, авторством песен, но еще и афоризмами и цитатами. Я ознакомилась со сборником ваших цитат, и вот мне понравилась цитата «С годами счастье измеримей». В чем оно все-таки для вас измеряется и что для вас счастье? Ну, счастье – это очень двоякое понятие. У каждого счастье свое. Вот есть великие да, философы, специалисты по психоанализу Фрейд, вы, наверное, слышали и читали, наверное. Ницше, самых два великих в мире признанных, да? Фрейда есть определение счастья. Фрейд это назвал гедонизмом, вечным наслаждением, отсутствием боли, сегодняшним молодежным сленгом вечный кайф, а если говорить русским литературным языком, это такая маниловщина. Все принимаю, ничего не отрицаю и живу себе в наслаждении. Ницше совершенно по-другому назвал формулу счастья. Он назвал ее противодействие любым жизненным обстоятельствам, преодоление их. То есть не когда судьба ведет тебя, а когда ты судьбу ведешь за руку, ведешь, то ты счастливый человек. Вот так он назвал счастье. Если назвать на уровне обывателя, кому-то дом, машина, дети, семья. Есть люди, которые с семьей поехали, счастье, оно же субъективное понятие, абстрактное. Оно не может быть вечным. Поэтому я сейчас подойду, как я определил вечное понятие счастья. Счастье обывателя – поехать с семьей, с детьми неделю на море, ты всю неделю счастлив. Я закончил институт, когда день почтил диплом. Это был самый счастливый день в моей жизни. Я его помню. Закончил школу, помню день. Поступил в институт, помню. Женился, помню день. До мельчайших подробностей. Это такое наша жизнь. Но абсолютное счастье, на мой взгляд, говорят, что счастье – это когда нет мечты. Когда у тебя все есть материально. Но это неправда. Человек всегда мечтает. Так он устроен. Наверное, счастье абсолютное в моем понятии, когда ты довольствуешься тем, что у тебя есть. Вот моя формула счастья. Когда ты счастлив тем, что у тебя есть. И ты не завидуешь, и ты живешь тем, что у тебя есть. Это счастье. Вот формула счастья по Гуцериеву. Довольствоваться тем, что у вас есть. Михаил Сафарбекович, вот нам интересно, если вам принадлежат ряд радиостанций, и мы, как представители СМИ, тоже собираетесь вы инвестировать именно в республике? Ну, опять никто не просил. Если будет обращение Министерства культуры, будет обращение, мы с удовольствием откроем самые ключевые, крупнейшие федеральные радиостанции, развлекательные. Мы откроем здесь в каждом городе крупном Магаз, откроем в Назране, если будет просьба, если согласие будет Махмуд Али Махшерипыча, будет глава за, мы не против, мы быстро это сделаем в течение года, получим в Роскомнадзоре, получим соответствующие лицензии, соответствующее разрешение, откроем в Сунже. Ну, крупнейшие станции, которые в Москве есть, вы слушаете, федеральные, будут, но они будут развлекательные, музыкальные, культурные, они не будут политического формата, они будут, ну, интересно, почему не послушать? Едешь в машине, да? Мы с удовольствием это сделаем, откроем 3 радиоцентра в крупных городах, посадим в Малгобеке, посадим там людей, профессионалов. Вообще интересны ингушские новости, ингушские программы. На самом деле можно тоже перевернуть эту ситуацию, да, сделать более радио Ингушетии, сделать более интересно. Михаил Сергеевич, вот буквально часто мы слышим о том, что вот нынешнее поколение молодое, оно потерянное, что нет идей, нет желания работать. Вот что вы думаете по этому поводу и вообще, что вы предложили для того, чтобы молодежь стимулировать, чтобы у них возникло желание работать, что-то создавать, творить, вот в том числе и радиостанция, мне кажется, если это заработало бы, это одно из направлений, которое интересно нашей молодежи. Я думаю, что молодежь, мир изменился. На самом деле мир очень сильно изменился за последние 20 лет.
Он стал совершенно другим. Доставка информации превратилась в секунды, в минуты. За 1 минуту можно доставить информацию в другой конец мира. Можно получить в прямом эфире информацию с любого континента. Контактность достигла такого уровня, что люди разговаривают друг с другом, которые никогда не видели, знакомятся по интернету, женятся, встречаются, и происходит, даже семьи создают. Это невероятно, это было невозможно в мое время. Я, чтобы матери позвонить, в институте учился в Средней Азии, чтобы до нее дозвониться, 3 дня заказывал сначала переговоры, через 3 дня шел туда и там сидел 2-3 часа, ждал, чтобы ей позвонить. Да? Сегодня это 1 секунду, поэтому все изменилось, соответственно, люди изменились. Старшее поколение на это смотрит очень недоверчиво. На самом деле это просто возрастное. Молодежь, она та же, просто она стала мыслить по-другому, просто она стала видеть, чувствовать то, что мы не могли, они стали узнавать намного быстрее, они не очень лезут, как мы ходили в библиотеке, я часами, бывало, днями сидел в библиотеках. Сегодня ты сидишь левой рукой, правой кушаешь, левой себе забиваешь и получаешь информацию, которую я 6 часов искал в большой советской энциклопедии. По 6 часов я искал какую-нибудь заметку, да, определение, как лечить там аппендицит или как лечится та болезнь, большой медицинской искал, большой советской искал там, что такое город там, Краснодар. Я ездил недавно в Краснодар, там мы завод строим. И я про город летел в самолете и узнал про город все, что мне надо было. Раньше мне надо было потратить неделю, узнать про город, куда я еду, что там, когда он основан, когда он был и так далее. И поэтому молодежь, она изменилась, соответственно, она стала более космополитичной, она стала более глобалистской. Она стала более глобальной, да, и она стала видеть мир глазами не такими, как видим мы, и особенно, как видят чиновники, люди, которые, они не перемещают, люди, которые, как видят чиновники, как видят люди, которые находятся там в постоянном географическом или политическом пространстве. Эти люди, они находятся в разных географических, в разных политических пространствах. Соответственно, их мышление совершенно работает по-разному, да, по-другому. И оно часто вступает в противоречие с реальностью, в которой мы находимся. Поэтому происходит то, что вот сейчас молодежь много, даже СВО, да, много стало уезжать. Многие, значит, так, а многие стали по-другому на это смотреть. Поэтому, каждый выбирает свой путь, Я выбрал путь, я здесь, да, вы тоже, мы здесь, у себя на родине, в России. Микаил Сафарбекович, вы не только известный бизнесмен, меценат, но еще и творческий человек, лауреат многих литературных, музыкальных премий. Да, ваши хиты исполняют известные наши российские певцы-исполнители. Как вам удается сочетать в себе такие качества, столько качеств, да, разных? И в чем ваше вдохновение? Вдохновение – это событийный ряд событий моей жизни, вашей жизни, наверное, так, в жизни всех людей. События, которые происходят, наталкивают меня на те или иные написания песен или стихов, да? Или стихов, или там я иногда пишу прозу, когда у меня бывает время, правда, я ее не публикую. То есть событийный ряд моей жизни, да, начиная с молодости, было много разных интересных событий, людей, с которыми я соприкасаюсь. Я человек очень коммуникабельный, очень космополитичный, я выезжаю, я не боюсь уехать, не боюсь войти в чужие территории, не боюсь освоить. Да, я жил 3 года в Лондоне, я освоил их язык английский, я изучил английское законодательство в плане налогового, да, я зарегистрировал английские компании, научился ими управлять, потому что мне было интересно, как же работают у них. Покупая офис, я не стал покупать его новый, я мог купить. Я купил развалины, чтобы построить, чтобы понять, как работает английская система строительства, как они строят. И научился, я знаю, как у них все это работает, как они строят. Да? Они строят немножко по-другому, в отличие от нас. Мы по-своему, они по-своему. Не хуже, не лучше, но каждый по-своему. То есть мне было это интересно.
И, соответственно, вся моя жизнь, я просто такой человек, мне интересно, мне все интересно. Мне 65 лет, но я себя чувствую 30-летним человеком. Я много общаюсь и с молодыми людьми. Я даже просто ради интереса вхожу в какие-то проекты, которые мне не знакомы. И мне хочется узнать, как это работает, как это правильно, можно ли так заработать, нет. Да, и также и творчество. Я делаю много сейчас музыкальных проектов, совершенно потрясающих музыкальных. Вот на Новый год сейчас мы делаем новогодний проект «Ночь счастливых надежд 24». Мы делаем проект, мы сделаем проект на 8 и 9 марта. Большая симфоническая музыка, называется «Большая любовь», большой концерт будет такой. Называется «Большая любовь». Мы занимаемся кинематографом. Да, вот фильм «Анна Каренина», я занимался, да, продюсированием фильма. Много интересных. Мне просто это интересно. Просто интересно. А пишу я то, что я вижу, то, что я слышу, то, что я читал, то, что я знал. Это естественно, да. Муза не приходит в 3 часа ночи. Это просто моя жизнь, да. Поэтому это можно назвать хобби было, но сейчас это превратилось более профессионально. Раньше это было хобби, сейчас это уже дает доход. На этом мы стали зарабатывать. Там большие концерты, «Разгуляй», «Биглав-шоу», «Удачные песни», «Шансон года», эти большие проекты, которые премия «Виктория» национальная. Это уже проекты, которые дают доходы. Да. Весь шоу-бизнес, это же не богатворие, это доходная часть. Все эти проекты прибыльные, они дают доход, они все прибыльные. Поэтому это работает так. Михаил Савельевич, конечно, о вашей поэзии можно говорить долго, бесконечно. Для меня она очень глубокая, очень сложная. Я бы даже сравнил ее где-то с поэзией Серебряного века. Но есть такое утверждение, что каждый поэт, каждый писатель в какой-то мере пишет о себе. Насколько вы согласны с таким мнением? Ну, я не думаю, что это так. Пушкин, когда писал там «Сказка о царе Салтане», или писал «Руслан и Людмила», или Евгения, там, да, наверное, он не писал это про себя, да, он писал это, да, там, Арина Родионовна нам рассказывала про сказки, он сказки трансформировал в литературный труд. Сказки народные он облачил в форму литературного произведения, да. Но есть, наверное, какие-то, допустим, он там Керн обращается, помните? Да? Да. Я помню «Чудное мгновение», передо мной явились вы. То есть это, конечно, было что-то его личное, да, что-то его личное было. Каждый поэт по-своему, да, Есенин, там половину из того, что он, даже не половину, 90%, 80%, наверное, из того, что он написал, это личное ощущение мира, начиная от его первой «Мать», там, да, в старомодном ветском Шушине, я знаю, выходишь на дорогу, или там, вы помните, вы все, конечно, помните, хотя стоял пробежь, волну находили вы по комнате, что-то резкое, или там разметался пожар голубой, позабылись родимые дали, я первый раз запел про любовь, первый раз отрекаюсь скандалить. То есть это, конечно, было что-то его личностное, да. Пастернак писал «Июль», тоже личностное. Там написал «Свеча горела», на свеча горела, то есть тоже личностное. Бывают неличностные, допустим, Евтушенко в «Бабий Яр». Личностно он описывает те события, да. Поэтому там Юнона и Авось, помните, да, это Вознесенский, да? Воскресенский, или не помню, Вознесенский или Вознесенский, да, написал Вознесенский Юнона. Это совершенно придуманный образ, совершенно придуманный. Поэтому что-то есть личностное, что-то придуманное. Событийный ряд событий в жизни человека, особенно возрастного, зная это, он пытается это перенести, да, в литературное какое-то произведение, вынести. Да. Вот последнее, я был в лесу в Белоруссии, последнее воскресенье, предпоследнее, было воскресенье в белорусском лесу 2 дня. Ну, там просто отдыхали. И я написал «Августин», «Август». То есть ощущение леса, да, я просто повторил это в стихах «Август», да, там, возвращаясь в Минск, и по трассе поля,
идет, да, сборка урожая идет. Все это навеяло, я написал август. Там. Включил и все лесные события в лесу, что я ощущал, и что я ощутил по трассе, да, когда убирают урожай, сбой урожая идет. А каждый человек по-разному, здесь нельзя подходить, да, ну совершенно по-разному то, что думает. Цветаева, она вообще была сдвинутая на голову, но в хорошем смысле слова, она не люблю я богатых за ихнюю гниль. Ну, наверное, не попадались богатые. Можно подумать, что бедные не гнилые, да, но она почему-то богатых не любит за свою гниль. Такое есть у нее произведение. Оно меня удивило так, да, она по-своему. Ну, конечно, Гумилев, да, самое лучшее произведение написал «Жираф» в Эфиопии, по-моему, да, «Жираф», да, так необычное. И пишет на эту стихи, песни, там, «Пьяный трамвай». Или «Заблудший трамвай», не пьяный, «Заблудший трамвай». Это про революцию, он написал события революции. Свои ощущения революции – это величайшее произведение Гумилева, да? Да, да. Анна Ахматова «Рекви». Она просто выплеснула всю свою боль на бумажку, на бумагу выплеснула она. Ну, вот, любовь ее, слава тебе, сероглазый король, слава тебе, безысходная боль. Умер вчера сероглазый король, вечер осенний был душен и ал. Муж мой с работы вернул, что-то сказал. Я много это читал, знаю, просто в голове крутится. По-разному, да. Поэтому Лермонтов описывал, Валерик, свои события. Раз да. Это было из города Ичкерии в Чечню на братский зов. А вот Дарья Терека, я считаю, вообще Лермонтов описал не Чечню, а Ингушетию, да, там. Ближе. Терек Дарьял, да. И Валунов, и в наславу стада. Я сынам твоим забаву разорил родной Дарьял, и Валунов им на славу стада целое. Дарьял это наш, это же ингуши, Дарьяльское учение всегда да. Держали, да. Дарьял, да, Дарья Терек. Хотя концовка там, вот так раз, вот, по-казачки молодицы не тоскуют над рекой, лишь один казачина Гребенской, оседлал он Вороновой в горах в ночном бою, на кинжал чечен со злого сложит голову. То есть Лермонтов это описывал своим 20, сколько ему было, 27 лет, столько 20. Боли он увидел, да, войны, чего он хочет, небо ясно, под небом мира хватит всем, ну, Валерийке, да? Да, да, помните это. То есть также и любой поэт современный просто тоже пишет или то, что он видит, или то, что он чувствует, потому что поэзия – это язык души человеческой. Совершенно. Это особая каста избранных людей. Не особая в своей особости, что они лучше. Юрист хороший тоже особая каста юристов, хороший журналист. Но эти люди думают немножко, видят мир по-другому. Через другую призму. Да, через по-другому. Поэтому это вот так. Михаил Савельевич, и в продолжение вот вашего творчества вы сказали о том, что есть вами написана проза. Да. Можем мы, когда мы сможем ее увидеть, прочитать? И почему мы не видим сборники ваших стихов? Я их в интернете нашел. Они есть, они продаются во всех московских магазинах, во всех. Знаете, мне кажется, во всех московских по России продаются сборники, избранные продаются, и двухтомники, и афоризмы различные. Я много там книг афоризмов, изречений, цитат, которые я выпустил, да. Что касается прозы, просто не хватает времени все это собрать, потому что все-таки я в большей своей части предприниматель. И я много все-таки инвестирую, несу ответственность за коллективы, за людей, перед банками несу ответственность за инвестиции. Все-таки, и поэтому я очень много уделяю. Ну, допустим, я ложусь в 4, стою в 10. Где-то с 10 до 4 это творчество или с 12 до 4. А с 10 до 12 или до 10 это бизнес. Вот так это примерно работает. Поэтому я хочу узнать мир намного больше, чем он есть. Я его хочу узнать. Микаил Сафарбекович, для многих ингушей вы ориентир успеха. Какой бы вы совет дали нашей молодежи? Ну, не хочется банальных фраз, идти и не сдаваться. Не хочется, да, там, образования, учиться. Какой я могу дать совет? Совет дать надо все время мечтать. Надо все время мечтать. Понимаете? Надо все время мечтать и потом притворять эту мечту, стараться притворить в жизнь. Ничего. Как бы банально ни звучала фраза, что человек
под лежачий камень вода не течет, то я вам говорю, я жил в достаточно успешной семье, отец мой достаточно обеспечил нас хорошо, успешная семья, имел влияние. Все мои братья закончили институт, и меня отец не хотел, чтобы я уезжал. Он мне говорил, иди в нефтяной. Я говорю, нет, я хочу в технологический. Он говорит, нет, в нефтяной. Тогда он меня пытался обмануть. Он говорит, поступишь на технологический в нефтяной, а потом я тебя через год переведу. Я понял, что он хочет обмануть, он не хотел уезжать. Я был достаточно живой такой молодой человек, он, наверное, боялся, что там что-то я сделаю, ему придется, значит, что-то со мной случится. Как любой отец, я бы тоже так сделал бы, да? И когда я сдавал последний экзамен в нефтяной институт, я понял, что хочу я, не хочу, я там буду учиться. Я просто чистый листок отдал, и все. Я просто отдал чистый листок. Я знал, что чистый листок, если я отдам, что мне ничего не точно поставят плохую оценку. И я сдал чистый листок, и, соответственно, не поступил в институт. Он на следующий день говорит, как ты мог это сделать? Потому что ему позвонили оттуда и сказали, что твой сын, мы ничего не могли сделать, твой сын это сделал. Ну, он сказал матери, да, веллашму волос, да, вахитла, веллашму волос. Вот так сказал. Я поехал 4000 километров в другой город, поселился в отель, в гостиницу. Утром сдал документы, вечером мне дали какой-то матрас, какое-то постельное ужасное белье. Я поселился в общежитие, и начал готовиться к экзаменам, сдал экзамены и поступил в институт тот, куда я хотел, а не куда хотел мой отец. И я его закончил и приехал потом, уже отца не было. Но только так можно что-то сделать, если вы чего-то хотите сделать необычное, если вы хотите выбрать свой путь, свою судьбу, понимаете? Есть только так. А по-другому ждать, пока папа поможет, дядя поможет, а может повезет, а может все изменится. Ничего не изменится, ничего не повезет. Да, ничего не повезет. Да. А может враги умрут, а может власть сменится. Ничего не сменится, ничего не повезет, если вы ничего не делаете. Да, вы делаете, у вас может это быть хуже. Но хуже потом опять сделает лучше. Что-то надо все время менять. Вот этот проект, который мы сейчас делаем, это все-таки будет получится. Я надеюсь, что он получится, потому что в моей жизни все проекты, которые я сделал, все получились у меня. И надеюсь, что этот проект, он очень амбициозный. И очень амбициозный мы сегодня придумали. Только перевернув сознание, можно перевернуть жизнь к лучшему. И мы это сделаем. Это мы придумали неделю назад вот такой слог, такой слоган, или такой девиз, или слоган, или как это назвать, или девиз, или такой вызов. Но я надеюсь, у нас для этого есть все, мы перевернем, и мы начнем создавать технологическую Ингушетию. Вот и все. Спасибо, Рикович, мы завершаем наше интервью. Вы отметили, что нужно мечтать. Я думаю, что с вашей помощью мечты многих жителей Ингушетии относительно судьбы, развития этого региона, они сбудутся. Вам за это большое спасибо, за ваш вклад, сбережение истории нашего народа. Для нас это имеет огромное значение для каждого ингуша. Все-таки самый мой главный проект – это кладбище Ингушетии, о котором мы скромно умолчали, но это самый главный мой проект жизни. Я считаю, что я о нем не могу не сказать, потому что я считаю, что мы все должны, после того, как мы приведем кладбище в надлежащий вид, все приведем, все ингуши должны, я сейчас поговорил с Махмуд Али Макшариповичем, чтобы он внес закон, я не могу вносить закон, а родитесь ко мне. Там последняя осень, воскресенье или суббота осени. Чтобы мы всем народом, 500 тысяч человек, дети и взрослые, каждый вырвали по соломнике, каждый убрали там репейник, каждый убрал там сорняк, каждый подмел, приводили свои кладбища в порядок. Я просто
требуй, чтобы мы это делали. Вкладываем огромные деньги, мы приведем в порядок, сделаем дороги, подъездные пути, мы купили инвентарь, мы купим там веники, купили лопаты, грабли, тяпки, все бесплатно положили. Но за этим нас надо стареть. Это наше прошлое. Мы не можем. Кладбище – это наши близкие родственники. Это наши. Мы туда все придем. Вот я хотел бы этим закончить. Спасибо вам. Мне было очень приятно. Взаимно. Спасибо. Баркыл Диалия Схолш.